Sсегодня я хочу поделиться слово, которое я верю, что это напутствующее слово для этого года. Šodien es gribu padalīties ar vārdu, par kuru es ticu, ka tas būs tāds pavadošs vārds mums šajā gadā. Накануне прошлого года, да, накануне где-то после ноября, обычно после моего дня рождения, Pašā gada nogalē, tas ir pēc manas dzimšanas dienas, pēc novembra, apmēram tad. я очень внимательно хотел, чтобы Бог мне говорил. Es ļoti, Акцент сделать, на что акцент делать, да? es ļoti uzmanīgi gaidīju no tā kunga, lai viņš runā uz mani, uz ko likt akcentu. И я слышу в моем духе, что Бог хочет, чтобы мы этот год назвал годом высвобождения царственной жизни. Un es dzirdu savā garā, ka Dievs grib, lai mēs nosaucam šo gadu par Dieva dzīvības atbrīvošanas gadu Через ученичество. caur māceklību Семьи. ģimenēs. Amen. Amen. Акцент. Akcents Жизни высвобождать. atbrīvot dzīvību Через ученичество. caur māceklību, Особенно семьями. īpaši ģimenēs. Это означает, что работа с семьей. Tas nozīmē, ka tas ir darbs ar ģimenēm. Делать учеников из семьи. Darīt mācekļus no savām ģimenēm, И, конечно, не сам тикай. un ne tikai savām ģimenēm, То есть семьи. no ģimenēm. То есть, конечно, начиная со своим. Protams, tas sākas ar savu. То есть высвобождать жизни царства. Tad atbrīvot valstības Давайте dzīvību, скажем, высвобождать жизни царства. tad pateiksim, atbrīvot valstības dzīvību Через ученичество. caur māceklību, Через ученичество. caur māceklību. Аминь. Amen. Поэтому акцент будет на ученичество, Tad akcents būs uz māceklību, который высвобождает жизнь. kas atbrīvo dzīvību. Не ученичество, который просто теоретически наполняет разум, Ne māceklība, kas vienkārši teorētiski piepilda mūsu prātu, а ученичество, который высвобождает жизнь. bet māceklība, kas atbrīvo dzīvību. Это я читаю как задание одновременно, Un es to uzskatu kā uzdevumu, который требует vienlaicīgi, нас большое усилие, kas prasa no mums lielu piepūli, большая вера, lielu ticību, аминь, amen, и большое жертву. un lielu upuri. Аллилуйя. Aleluja. И я очень молюсь и верю, Un es ļoti lūdzu un ticu, что в конце этого года ka šī gada beigās мы сможем видеть перемены в семье. mēs varēsim ieraudzīt pārmaiņas ģimenēs. Аминь. Amen. Мы сможем видеть, что наши семьи, Mēs varēsim ieraudzīt, ka mūsu ģimenēs Божья жизнь приносит исцеление и восстановление. Dieva dzīvība atnes atjaunošanu, dziedināšanu, И через нас другие семьи приобретают веру в Бога. un caur mums citas ģimenes iemanto ticību Dievam. Аминь. Amen. Когда мы говорим о таких понятиях, как евангелизация, Kad mēs runājam par tādu iedzienu kā evanģelizācija, нам нужно теперь думать не только о евангелизации индивидуальной, вот, отдельной личности, а семьи. mums tagad ir jāsāk domāt nevis par evanģelizāciju individuāli, kādai personai atsevišķi, Как bet par принести ģimenēm. Евангелие семьи. Kā nonest evanģēliju ģimenēm? Аминь. Amen. Как дружить с семьей. Kā draudzēties ar ģimenēm? Это сердце Бога. Для Tā ir этого Dieva времени. sirds šim gadam. И Бог приглашает нас войти в это. Un Dievs aicina mūs ieiet tajā, Пусть Бог поможет. un lai Dievs palīdz mums. Я свою проповедь сегодня называю инвестированная жизнь. Un es šodienas svētdienu nosaucu par investētu dzīvi. Инвестированная жизнь. Investēta dzīve. Жизнь, которая инвестируется. Dzīve, kas tiek investēta. Или мы вкладываем. Vai mēs ieguldam? Аминь. Amen. Бог даровал нам вечную жизнь. Вы согласны с этим?
Dievs mums ir dāvājis mūžīgo dzīvību. Jūs tam Бог piekrītat? дан нам жизнь вечную. Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību. И Бог хочет, чтобы мы жили изобильной жизнью. Жизнью с избытком имели. Un Dievs grib, lai mēs dzīvojam tādu pārpilnības pilnu dzīvi, dzīvi ar pārpilnību. Смотрите, да? Paskatieties, 3 вещи. 3 lietas. Бог дает нам жизнь вечную. Dievs mums dod mūžīgo dzīvību, Но не просто жизнь вечную. un ne vienkārši mūžīgo Он dzīvību, говорит, я хочу, чтобы вы имели жизнь с избытком. bet viņš saka, es gribu, lai mums būtu dzīvība ar pārpilnību. Но дальше Он хочет Bet tālāk viņš grib, эту жизнь инвестировать. lai mēs šo dzīvību investējam. Аминь. Amen. То есть это не мы центр. Tad mēs neesam centrā. Жизнь вечную, жизнь изобильная или жизнь с избытком. Mūžīgā dzīvība vai dzīvība ar pārpilnību, Но жизнь, которую можно инвестировать. bet dzīvība vai dzīve, kur var investēt, Вкладывать. kur var ieguldīt, Можно передавать. kur var nodot tālāk. Аминь. Amen. И только когда мы предаем эту жизнь, Un tikai tad, kad mēs nododam tālāk мы šo будем dzīvību, удовлетворены, наполнены mēs būsim apmierināti, и piepildīti, иметь радости un mums būs жизни с prieks. Богом. Нашей жизни с Mums Богом. būs prieks mūsu staigāšanā ar Dievu. Аминь. Amen. Кто думал, что он понял эти 3 простые вещи? Kurš domā, ka viņš saprot visas Я šīs имею 3 vienkāršās жизнь lietas? вечную, Pasaka, man ir mūžīgā dzīvība, потому что я рожден от Бога. jo esmu dzimis no Dieva. Аминь. Amen. Иисус вошел в мою жизнь, Jēzus ienāca manā чтобы я dzīvē, имел жизнь и жизнь с избытком. lai man būtu dzīvība un dzīvība ar pārpilnību. И Он призывает меня, Un viņš aicina mani, чтобы я инвестировал в мою жизнь в Lai- других людей. lai es investēju savu dzīvi citos cilvēkos. Аминь. Amen. Инвестированная жизнь. Investēta dzīve. Жизни, которые инвестируются. Dzīve, kas tiek investēta. Есть 4 важные вещи, о которых следует подумать Ir 4 svarīgas lietas, par kurām būtu jāpadomā в течение этого года. šī gada garumā. Первый. Pirmā, Обретать большое библейское видение. iemantot lielo biblisko redzējumu. Что такое видение? Это картина того, что я хочу. Kas ir redzējums? Redzējums tā ir tā lielā aina, ko es gribu. Но библейское видение. Bet biblisks redzējums И достаточно большое. un pietiekami liels. Потому что если это от Бога, это будет большое. Jo, ja tas ir no Dieva, tas būs liels. Кто из вас верит, что Бог большой Бог? Kurš no jums tic, ka Dievs ir liels Dievs? Когда Бог дает видение, Он большой. Un kad Dievs dod redzējumu, tas ir liels. Представь, однажды Иисус, Бог приходит к Ное и говорит, Iedomājies, reiz Dievs atnāk pie Noa un saka, будет потоп. būs plūdi. Когда Он никогда не видит дождь. Kad viņš nekad savā dzīvē vēl nebija Когда redzējis он lietu, никогда не представляет, что такое потоп. Он вообще не видит. kad viņš nekad vēl nebija redzējis, kas ir plūdi, viņš to nebija redzējis. Самый большой, что он видел, это роса. Когда он встает утром и видит роса на траве. Pats lielākais, ko viņš bija redzējis, tā bija rasa zālē, kad viņš no rīta Бог говорит, pamodās. будет потоп. Bet Dievs saka, būs plūdi. И Бог говорит, для того, чтобы спасти себя и те, которые веруют в тебе, Un Dievs saka, ka, lai glābtu sevi un tos, kas tic tev, тебе надо построить ковчег. tev ir jāuzceļ šķirsts. То есть его жизненная миссия, Tad viņa dzīves misija, видение, которое Бог ему подарил, redzējums, ko Dievs viņam bija dāvājis, ковчег. bija uzcelt šķirstu. Аминь. Amen. Встает с утра, строит ковчег. Piecelies no rīta, būvē šķirstu. Вовлекать свою семью. Iesaisti savu ģimeni, И они строили ковчег. un viņi būvēja šķirstu. Сколько лет они строили ковчег? Cik gadus viņi būvēja šķirstu? Вот библейский вот. 120. 120. 120 лет. 120 gadus. Люди так долго они живут сегодня. Šodien cilvēki tik ilgi nedzīvo. 120 лет. 120 И gadus. каждый день Un katru dienu работает. strādāja. Но и что ты делаешь? No, ko tu dari? Я исполняю видение от Бога. Es piepildu redzējumu no Dieva. Для чего ты строишь это корабль? Priekš kam tu būvē šo Чтобы kuģi? приносить спасение сынам человечества. Lai atnestu glābšanu cilvēku bērniem. То есть нам нужно иметь видение от Бога. Tad mums ir vajadzīgs redzējums no Потому что Dieva, видение от Бога направляет нашу жизнь. jo redzējums no Dieva virza mūsu dzīvi. Помогает нам знать, куда вкладывать свою энергию и свою жизнь, свои ресурсы, Palīdz mums saprast, kur ieguldīt savu enerģiju, savu dzīvi, savus resursus, свое время. savu laiku. Что ты будешь строить?
ko tu būvēsi в течение всего этого года. visu šī gada garumā. Ти должен будешь вкладывать свое время, твою жизнь, свои ресурсы в чем-то. Tev būs jāiegūda savs laiks, sava dzīve, savi resursi kaut kur. В чем ты будешь вкладывать? Kur tu to Это ieguldīsi? очень важно обретать большое библейское видение, Tāpēc ir svarīgi iemantot vai iegūt šo lielo biblisko redzējumu, чтобы быть партнером с Богом. lai būtu par partneri Dievam. Аминь. Amen. Второй момент. Otrs moments. Не бойся. Nebaidies. Не бойся, Nebaidies, что ты не сможешь делать ka tu nevarēsi darīt или исполнить видение, которое ты получаешь от Бога. vai piepildīt redzējumu, ko tu saņem no Dieva. Божьей помощью Ar Dieva palīdzību ты сможешь. tu varēsi. Скажи своему соседу. Pasaki savam kaimiņam, Божьей помощью ar Dieva palīdzību ты сможешь tu varēsi исполнить piepildīt видение от Бога. redzējumu no Dieva. Аминь. Amen. Поэтому не бойся. Tāpēc nebaidies Размер izmēri этого видения. šim redzējumam. Не бойся. Nebaidies no izmēriem šim redzējumam. Стоимость Nebaidies no этого видения. šī redzējuma cenas. Божьей помощью Ar Dieva palīdzību ты сможешь это делать. tu varēsi to izdarīt. Аминь. Третий, да? Trešais. Начните молиться об этом видении. Sāciet lūgt par šo redzējumu И молитесь постоянно об этом видении. un lūdziet pastāvīgi par šo redzējumu. Недостаточно записывать то, что ты хочешь видеть. Nepiet tikai pierakstīt to, ko tu gribi. Недостаточно описывать видение от Бога. Nepietiek tikai aprakstīt redzējumu no Dieva. Недостаточно верить, что Бог может. Nepietiek тебе tikai помочь это делать. noticēt, ka Dievs to varēs izdarīt. Молись Lūdz постоянно. pastāvīgi, Пусть это видение будет предметом твоей молитвы в течение всего этого года. lai šī lūkšana ir, lai šis redzējums ir tā lūkšana, par ko tu lūdz visu šī gada garumā. Слово Божье сказано, Dieva vārdā ir teikts, если Господь не сосидит дом, ja tas kungs namu neuzceļ, напрасно все, кто трудится над ним. tad velti visi, kas pie tā strādā. Аминь. Amen. То есть нам нужен Господь, Mums ir vajadzīgs tas kungs, чтобы Он созидал. lai viņš ceļ. Поэтому мы молимся, Tāpēc mēs lūdzam, мы просим Его мудрость, mēs lūdzam viņa gudrību, мы просим Его наставление, mēs lūdzam viņa vadību, просим, чтобы Он открывал двери, mēs lūdzam, lai viņš atver durvis, мы просим, чтобы Он привлекал ресурсы, mēs lūdzam, lai viņš piesaista resursus, мы просим, чтобы Он укрепляет нас. mēs lūdzam, lai viņš stiprina mūs no iekšienes. Аминь. Amen. Молитва. Lūdz. И четвертый. Un ceturtais. Делайте маленькие шаги каждый день. Speriet mazus soļus katru dienu. Аминь. Amen. Делайте маленькие шаги каждый день. Speriet mazus soļus katru dienu. Аллилуйя. Aleluja. Не концентрируйтесь на невыполнимые задания. Nekoncentrējies uz nepiepildāmiem uzdevumiem. Не концентрируйся на то, что слишком большое, ты не можешь что-то делать с этим. Nekoncentrējies uz kaut ko pārāk lielu un ka tu nevari to izdarīt. Начинайте с небольших, но выполнимых заданий. Sāc ar maziem, bet izpildāmiem uzdevumiem. Небольшое, но выполнимое. Mazi, bet izpildāmi. Аллилуйя. Aleluja. Это процесс, Tas ir process, когда мы делаем что-то каждый день, вот маленький, небольшой. kad mēs darām katru dienu kādas kaut vai mazas nelielas lietas. Мы будем двигаться к этой видению. Mēs virzīsimies uz šo redzējumu. Аминь. Amen. То есть вас уже видит, что эти 4 ключи, если мы можем его взять за вооружение, мы уже двигаем горе. Аминь. Kurš no jums redzēja, ka ja mēs varam paņemt šīs 4 atslēgas, mēs jau varam pārbīdīt То наша kalnus? жизнь уже становится интересной. Ka jau mūsu dzīve kļūst interesantāka. Мы знаем, что делать. Mēs zinām, ko darīt. Аминь. Мы Amen. вкладываем себя в это. Mēs ieguldam sevi tajā. Имеем уверенность, что у нас это получится. Mums ir pārliecība, ka mums tas Поэтому мы izdosies. можем работать каждый день. Pie kā mēs varam strādāt katru dienu. Молимся и привлекаем Бога. Mēs lūdzam un piesaistam Мы делаем Dievu маленькие шаги. un speram mazus soļus. Так мы инвестируем в свою жизнь в то, что важно. Un tādā veidā mēs investējam savu dzīvi tajā, kas ir svarīgi. Аминь. Amen.
и дьявол не сможет сопутать. Un Sātans nevarēs mūs Потому что мы sajaukt, знаем, что мы хотим, jo mēs zinām, ko mēs gribam, и мы видим это, и мы двигаемся. un mēs redzam, un mēs virzamies uz to. Аллилуйя. Aleluja! Есть два вопроса, на которые чтобы мы ответили. Ir divi jautājumi, uz kuriem es gribu, lai mēs atbildam. Первый вопрос. Pirmais jautājums. Кто инвестирует в меня? Kas investē manī? Кто вкладывает Vai, в меня? vai kurš investē manī, iegulda manī? От кого я получаю? No kā es saņemu? И второй вопрос. Un otrs jautājums. Кого я инвестирую? Kurā, Кого я вкладываю? kurā cilvēkā es ieguldu? Кому я даю? Investēju, kam es dodu? Это два вещи очень важны. Tās divas lietas ir ļoti svarīgas. Я беру, Es ņemu я даю. un es dodu. Я принимаю, Es pieņemu я даю. un es dodu. И так приходит удовлетворение, Un tādā veidā atnāk apmierinājums, радость. prieks. Давайте примем решение. Pieņemsim lēmumu. Мы не будем только на принимающие, как это, режимы, окей? Мы не будем на режим, который только принимает. Nebūsim tikai pieņemšanas režīmā, Ты не будешь счастлив, jo tad tu nebūsi laimīgs, если ты живешь таким. ja tu dzīvos tādā veidā. Тебе будет скучно, Tev būs garlaicīgi, тебе не будет радость. tev nebūs prieka. Amen. Amen. Будем принимать Pieņemsim и будем отдавать. un atdosim. Amen. Amen. Будем инвестировать, Investēsim, будем помогать, palīdzēsim, будем участвовать piedalīsimies в жизни других людей. citu cilvēku dzīvēs. Это то, что называется ученичество. Un tas ir tas, kas saucas par Принимать māceklību. участие в жизни других, Pieņemt dalību citu dzīvēs, помогать им, lai palīdzētu viņiem, подтягивать их lai tā kā, pavilktu viņus uz augšu. на мой уровень или... Иисус говорит, Līdz savam līmenim. Jēzus teica, он говорит, идите, сделайте учеников. ejiet un dariet par mācekļiem. Кто помнит это? Kurš atcerās to? Главное поручение, которое Иисус дал своей церкви. Galvenā Jēzus pavēle, ko viņš deva savai draudzēji. Давайте еще раз прочтем это очень важно. Izlasīsim vēlreiz to. Это Матфей, 18 глава, Tā ir Mateja, не 18, а 28 Mateja 28, и 18, 20 стих. 18 līdz 20 pants. Кто принимает это слово сегодня? Kurš pieņem šo vārdu šodien? 28 глава Mateja 28. nodaļa, и с 18 стих. no 18. panta. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Аллилуйя. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen. Amen. Инвестированная жизнь. Investēta dzīve. Это исполнение великое поручение от Бога. Tā ir lielā uzdevuma piepildīšana, kas nāk no Dieva. Идите, Ejiet, инвестируйте investējiet в свою жизнь, savu dzīvi, научите, māciet, крестите, kristījiet, учите. māciet. Аллилуйя. Кто-то говорит, а я не знаю, что учить. Un kāds ka var teikt, es nezinu, ko mācīt. Поэтому я говорю, задаю этот вопрос. Кто вливает в тебя? Потому что очень важный момент. Un tāpēc es jau teicu, uzdot sev šo jautājumu, kurš iegulda tevī. Tas ir ļoti Ko Bog būtisks dilē? moments. Ko Dievs dara? Он инвестирует в нас. Viņš investē mūsos. Amen. Amen. Он вкладывает в нас. Viņš iegulda mūsos. Даже то, что сейчас происходит, Бог вкладывает в нас. Pat to, kas tagad notiek, Dievs iegulda mūsos. Amen. Amen.
в общении с другими. Он вкладывает в нас. Домашний групп, он вкладывает в нас. Аминь. Sadraudzībā ar mums, komunikācijā ar citiem mājas grupās Dievs iegulda mūsos. Он вкладывает духовные и эмоциональные ресурсы, Viņš iegulda garīgos un emocionālos чтобы resursus, восполнять наши нужды, наши духовные эмоциональные нужды. lai piepildītu mūsu garīgās emocionālās vajadzības. Аминь. Amen. Через общение с братьями, Caur через прямое общение с ним. sadraudzību ar brāļiem, caur tiešo komunikāciju ar Dievu. И он хочет Un Dievs grib использовать нас, lietot mūs, чтобы мы вкладывать духовные и эмоциональные ресурсы или капитал других верующих. lai mēs ieguldam emocionālos un garīgos resursus citos cilvēkos. Я, чтобы мы были более сознательны в этом году. Es gribu, lai mēs šajā gadā esam Такой более vairāk apzināti, более намеренные, не обобщать. vairāk tādi konkrēti, ka mēs nevispārinām lietas. То есть начни молиться, Sāc lūgt, чтобы знать конкретных людей, lai zinātu konkrētus cilvēkus, конкретные семьи. Kon- Там же акцент на семьи. konkrētas ģimenes, jo akcents būs uz ģimenēm, Аминь. amen, Которые ты можешь вкладывать. kurās tu vari ieguldīt Божья любовь, Dieva mīlestību, помощь. palīdzību, Аминь. amen, Общение, sadraudzību, чтобы созидать. lai celtu, Потому что ты не хочешь ничего не делать с тем, что Бог тебе уже дал. tāpēc, ka tu negribi atstāt novārtā to, ko Dievs tev jau ir devis. Кто здесь со мной? Kurš ir ar mani? Кто из вас хочет умножение? Kurš no jums grib vairošanos? Умножение приходит, когда мы инвестируем. Это Vairošanās atnāk tad, kad mēs investējam. любой, кто занимается финансированием, финансисты, они это понимают. Jebkurš, kurš nodarbojas ar finansēm, finansisti viņi to saprot. То если у тебя деньги, и он просто лежит, инфляция его съедает. Ja tev ir nauda un tā vienkārši guļ, tad inflācija to apēd. То есть он теряет со ценности со временем. Tad tā zaudē vērtību ar laiku. Вы согласны с этим? Jūs Да? piekrītat tam, jā? Но если ты его вкладываешь, Bet ja tu to ieguldi, он умножается в ценность. tā vairojas vērtībā. Это так? Tā ir. Физические вещи. То же самое духовно. Tas notiek ar fiziskām lietām, un tieši tas pats princips ir garīgajās lietās. Если у тебя есть духовный актив, Ja tev ir garīgs aktīvs, и ты его не инвестируешь, un tu to neinvestē, он теряется в ценность. tam zūd vērtība. Аминь. Amen. Но когда ты его инвестируешь, Bet, kad tu to investē, происходит умножение. notiek vairošanās. Я не говорю сейчас о финансах, я говорю о духовных вещах Un es tagad nerunāju par finansēm, es runāju par garīgām lietām и об ученичестве, un par māceklību, что является призыв Бога к нам. kas ir Dieva aicinājums mums. Вы знаете, что наш Бог, Он есть инвестор. Jūs zināt, ka mūsu Dievs ir investors. Кто когда-нибудь рассмотрит Бога как инвестор? Kurš jebkad ir skatījies uz Kurš Dievu tā kā domā? uz Наш investoru? Бог есть инвестор. Vienkārši es domāju, ka mūsu Dievs ir investors. Аминь. Читай Библию. Amen, lasiet. Читай все притчи об Иисусе. Lasi visas līdzības par Jēzu. Помните одну притчу, и, может быть, мы более подробно рассмотрим его потом, но я скажу сейчас это притчи. Atcerieties vienu līdzību, un varbūt mēs to aplūkosim vēlāk, bet ir viena līdzība. Когда один человек отправляется в долгие путешествия, Kad viens cilvēks dodas tālā ceļojumā, и он позвал все свои слуги, да? un viņš pasauca visus savus Или kalpus, партнеры, можно так сказать. vai partnerus, var Или tā teikt, сотрудники, можно сказать. vai līdzstrādniekus, И он каждому дал таланты. un viņš katram iedeva talantu. Одному 5 талантов, это Vienam денежном. 5 talantus, tas bija naudas Второму izteiksmē. он дал 2 таланта, Otram viņš iedeva 2 talantus, а другому он дал 1 талант. un trešam viņš iedeva 1. По способности каждого. Pēc katra spējām. Now, наша способность определяет Бог. Mūsu spējas nosaka Dievs. Вы здесь со мной? Jūs esat šeit ar mani. Бог знает мои способности. Dievs zina manas spējas. И он не говорит, чтобы я был похож на другого, чтобы я достигал только то, что другие достигают. Un viņš nesaka, lai esmu līdzīgs citiem, ka es varētu sasniegt tikai to, ko citi var sasniegt. Он инвестор. Bet viņš ir investors. Он вкладывает в нас. Viņš iegulda mūsos. Аминь. Amen. И поэтому ни один из нас не является пустым. Мы имеем духовный актив.
Un tāpēc neviens no mums nav tukšs, mums ir garīgi aktīvi. Если ты не знаешь, тебе надо это знать. Ja tu nezini, tad tev tas ir jānoskaidro. Аллилуйя. Aleluja! Amen. Amen! Кто знает, что у него есть духовный актив? Kurš zina, ka viņam ir garīgi aktīvi? Кто знает свой духовный актив? Kurš zina savus Кто garīgos знает свой aktīvus? талант? Kurš zina savus talantus, Свои дары? savas dāvanas, savas spējas? Amen. Amen! А зачем он дает? Bet priekš kam viņš dod? И он ушел и говорил, Un viņš aizgāja un teica, пустите в оборот. laidiet apgrozībā. Что значит пустить в оборот? Ko nozīmē laist apgrozībā? Инвестируйте. Investējiet. Amen. Amen! Инвестируйте. Investējiet. Может быть, мы посмотрим. Мы знаем это причину. Давайте еще раз свежим глазом. Mēs zinām to līdzību, bet paskatīsimies vēlreiz ar svaigu aci. 25 глава Евангелия от Матфея. Mateja 25. nodaļa. И начинаем 14 стих. Un sākam ar 14. pantu. Мы будем читать выборочно. Mēs lasīsim izlases veidā. И он поступит как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому дал 2, иному 1, каждому по силе. И тотчас отправился. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņu spējām un pats tūdaļ aizceļoja. Каждому по силе. Katram pēc viņu spējām. Скажем, каждому по силе. Pateiksim, katram pēc spējām. Бог знает твоя сила. Аминь. Dievs zina tavas spējas. И отправился. Un viņš aizceļoja. Это наш Господь Иисус. Tas ir mūsu kungs Jēzus. Он отправился. Viņš aizceļoja. И мы есть его дети, Un mēs esam viņa и bērni, есть его служители. mēs esam viņa kalpotāji. И он разделил между нами свои имени. Un viņš ir sadalījis mūsu starpā savus aktīvus, savus īpašumus. И мы видим дальше, 16 стих. Un mēs redzam tālāk 16. pantā. Получивший 5 талантов пошел употреблять их в дела. Слово употреблять в дела означает инвестировал. Un tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talantus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Darbojās ar tiem nozīmē investēja. Наша духовная жизнь состоит из того, что мы инвестируем. Mūsu garīgā dzīve sastāv no tā, ko mēs investējam citos. Мы используем то, что Бог нам дал, чтобы приобретать прибыль для Него. Mēs izmantojam to, ko Dievs mums ir devis, lai iegūtu peļņu no viņa. Кто из вас хочет приносить прибыль Богу? Kurš no jums grib atnest peļņu Dievam? Скажи, Бог жаждет прибыль. Pasakiet, Dievs slāvs pēc peļņas. Я скажу позже, что инвестированная жизнь – это плодотворная жизнь. Un es pateikšu vēlāk, ka investēta dzīve ir auglīga dzīve. Запишите, если я не дойду до этого. Но просто инвестированная жизнь, что это? Это плодотворная жизнь. Pierakstiet, ja es nenonākšu līdz tam, ka investēta dzīve ir auglīga dzīve. Жизнь, которая приносит плод. Dzīve, kas atnes augli. И мы видим, что точно так же, 17 стих, и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебра господина своего. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt, bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ieraka to zemē, un tā paslēpa sava kunga naudu. Мы видим 2 категории людей здесь. Un mēs šeit redzam 2 cilvēku kategorijas. Это 3 разные категории, Un kaut arī tur 3 bija разные личности, 3, tās bija 3 dažādas personības. но мы видим 2 категории людей. Bet mēs redzam 2 cilvēku kategorijas. Мы видим те, которые инвестировали свою жизнь, и то, которые не инвестировали. Mēs redzam tos, kas investēja savu dzīvi, un tos, kas neinvestēja. И у каждого из них есть судьба от Господа. Un katram no viņiem bija liktenis no Dieva. Amen? Amen. Скажи, судьба от Господа. Pasaki liktenis no Dieva. Наша судьба будет зависеть, конечно, мы итоге от того, инвестируем ли мы свою жизнь для Господа или живем для себя.
Mūsu liktenis gala rezultātā būs atkarīgs no tā, vai mēs investējam savu dzīvi priekš tā kunga vai dzīvojam priekš sevis. Mi читаем дальше, если посмотрите, что те, которые приносили 100% прибыль, Un mēs varam lasīt tālāk, ka tie, kas atnesa 100% peļņu, Бог говорил, Dievs teica, хозяин говорит, saimnieks teica, войдите в радость. ienāciet tā kunga priekā, Скажи радость. pasaki priekā, Скажи радость. pasaki priekā, Это мой микрофон. Радость. priekā. Кто говорит, что он хочет быть радостный верующий? Kurš saka, ka viņš grib būt priecīgs, ticīgais? Ты можешь составлять себе радоваться. Это хорошо. Tu vari piespiest sevi priecāties, un tas ir labi. Но если ты инвестируешь в свою жизнь, Bet, ja tu investē savu dzīvi, и ты приносишь прибыль хозяину, un tu atnes peļņu saimniekam, он приглашает тебя в радость. viņš tevi aicina savā priekā. Ты будешь иметь радостную жизнь. Tev būs priecīga dzīve, Твоя жизнь будет наполненной. tava dzīve būs piepildīta. Аминь. Другие Amen. могут даже не понимать, потому что ты отдаешь. Citi var pat nesaprast, tāpēc, ka Ты tu живешь на atdod. прием, ты отдаешь. Tu nedzīvo tikai, lai И это pieņemtu, не tu зависит от atdod. твоих условий жизни. Un tas nav atkarīgs no taviem dzīves Это apstākļiem. уже стал образом жизни. Tas jau ir kļūst par tavu dzīvesveidu. Быть благословением. Būt par svētību, Давать. dot, Созидать. celt, Употреблять или пустить в оборот. lietot vai laist apgrozībā То, что ты принимал от Господа. to, ko tu saņēmi no tā kunga. Я верю, что умножение ждет многие из нас в этом году. Es ticu, ka vairošanās gaida daudzus no mums šajā gadā. Вы знаете почему? Jūs zināt, kāpēc? Потому что мы будем инвестировать в свою жизнь. Jo mēs investēsim savu dzīvi. Я уверен, что многие ждет радостное удовлетворение, наполнение насыщенной жизни. Es ticu, ka daudzus gaida apmierinājuma pilna, baudījuma pilna dzīve. Почему? Kāpēc? Потому что мы будем инвестировать в свою жизнь. Tāpēc, ka mēs investēsim savu dzīvi. И эта радость Un tas ir prieks. не зависит от нашего окружения и то, что происходит. Un tas prieks nav atkarīgs no mūsu apkārtnes un no tā, kas notiek Потому mūsu что сам apkārt. Господь приглашает нас. Jo pats kungs aicina Войди в mūs. радости. Ienāc tā kunga Хозяина priekā. радости Господина твоего. Ienāc savā kunga priekā. Бог приглашает в радость. Dievs aicina priekā. Но это тем, который он назвал верный Bet tas ir tiem, kurus viņš ir nosaucis par uzticamiem и добрый раб. un labiem kalpiem. В чем их верность? Kāda tad ir viņa uzticamība? Верность заключается в том, что они употребляли в оборот его ресурс, который он доверял им. Uzticamība bija tajā, ka viņi laida apgrozībā to resursu, ko Dievs viņiem bija uzticējis. Вы знаете, что наша жизнь – это доверие от Бога? Jūs zināt, ka mūsu dzīve tā ir Dieva uzticēšanās mums. Кто из вас это знает? Kurš no jums to zina? Жизнь – это доверие от Бога. Dzīve tā ir uzticēšanās no И наше Dieva. время тоже доверие от Бога. Un mūsu laiks arī ir tas, kas mums ir uzticēts. И Иисус аналогичный притчи, он использовал от Луки 19 глава. Un līdzīgu līdzību Jēzus izmantoja Lūkas 19. nodaļā. 19 глава. Lūkas 19. nodaļa. стих. 13. Или pāns даже 12 стих. vai pat 12. И pāns. так сказал некоторый человек высокого рода отправлялся в данную страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте в оборот, пока я вас прошу. Viņš teica, kāds augstas kārtas cilvēks devās ceļā uz tālu zemi, lai saņemtu valstību un pēc tam pārnāktu mājās. Un attaicinājis 10 no saviem kalpiem, viņš tiem iedeva 10 minas un sacītiem: pelnieties ar to, iekāms es pārnākšu. В чем отличие этого притчи от предыдущего? Ar ko atšķiras šī līdzība no iepriekšējās? Предыдущего каждый получил разный талант Iepriekšējā katrs saņēma dažādus talantus по силам.
pēc Или savām по spējām. способности. Pēc savām spējām. Amen. Amen. И он говорит, чтобы они употребляли его в оборот. Un viņš teica, lai viņi laiž to apgrozībā. Здесь Šeit каждый получил одинаковое. katrs saņēma vienādi. Один мин, всем. Visiem viņš iedeva vienu minu. Он дал всем одинаковые возможности. Viņš iedeva visiem vienādu iespēju. Amen. Amen. И он использовал слова, которые мы говорим, я использовал как инвестирование. Употребите в оборот, пустите в оборот. Un viņš izmantoja šeit vārdu pelnieties vai laidiet to apgrozībā. Скажи своему соседу. Pasaki savam kaimiņam, Скажи, пусти в оборот pasaki laid apgrozībā Божий ресурс, Dieva resursus, который он тебе доверял. ko viņš tev ir uzticējis. Чтобы инвестировать, нам нужна мудрость. Lai investētu, mums ir vajadzīga gudrība. И Бог дает мудрость. Un Dievs dod gudrību. Когда мы будем приблизиться к Богу, Господь, я хочу, чтобы моя жизнь приносила прибыль тебе. Помоги мне, как мне лучше инвестировать. Kad mēs tuvosimies Dievam, mēs sakam, kungs, es gribu laist apgrozībā savu dzīvi. Kungs, parādu un iemāci man, kā es to vislabākajā veidā varu investēt. Что я могу делать, чтобы приносить больше прибыль для твоего царства Ko es varu darīt, lai es atnestu lielāku peļņu tavai valstībai в этом году? šajā gadā? Now, я смотрю, что одинаково у нас есть время. Es skatos, ka tas, kas mums ir visiem pilnīgi vienādi, tas ir laiks. Скажи время. Pasaki laiks. Поэтому, когда я читаю это, я всегда думаю, что наверняка это время. Un tad, kad es lasu šo raksturvietu, es domāju, iespējams, ka tas ir laiks. Он всех нас пригласил Viņš visus mūs aicināja и раздал 24 часов в суток. un izdalīja 24 stundas diennaktī. Каждому из нас. Katram no mums 24 stundas И diennaktī. говорит, употребите в оборот. Un viņš saka, laidiet Pustite в apgrozībā. Amen? Amen. То есть важно, что мы обменяем свое время на что-то. Kurš no jums zina, ka mēs iemainām savu laiku pret kaut ko? Когда ты идешь на работу, Kad tu ej uz darbu, ты работаешь, tu strādā, ты отдаешь свое время, tu atdod savu laiku, ты обменяешь его. tu iemaini to. Amen? Amen. Вот, Ингуна работает в школе. Ingūna strādā skolā. Когда она идет на работу, Kad viņi iet uz darbu, это время. tas ir laiks. Время, чтобы подготовиться Laiks, lai sagatavotos к урокам, stundām, время, чтобы учить laiks, lai mācītu учеников. skolniekus. Amen? Amen. Время, чтобы проверять Laiks, lai их pārbaudītu работу. viņu mājas Это darbus же vai время, darbus. правда? Tas ir laiks. И как хорошо, Un cik labi, если эти ученики ja šie skolnieki потом выпускаются, pēc tam pabeidz не skolu, только имея знания естественных вещей, но еще и приобретены для Господа. ne tikai ar zināšanām par dažādām lietām, bet ka viņi ir arī iemantoti priekš tā kunga. Amen? Amen. Значит, это время, оно поменено, оно было отдано. Tātad šis laiks tika iemainīts, tas tika И atdots, приобретены ученики. un skolnieki tika iemantoti. Amen? Amen. Ученики, которые могут приносить пользу в общество. Skolnieki, kas var atnest labumu sabiedrībā. И как радуется человек, который видит, вот мой ученик. Un cik liels prieks ir cilvēkam, kurš var teikt, Вот мой lūk, mans ученик. skolnieks, lūk, mans skolnieks. Amen? Amen. Кто понимает, о чем я говорю? Kurš saprot, par ko es runāju? Поэтому время мы обменяем на что-то. Tāpēc mēs laiku iemainām pret kaut ko. Или ты работаешь, Vai arī tu strādā, и ты что-то воспроизводил un tu kaut ko esi radījis для Царства Божьего. Dieva valstībai. Но я вам говорю о том, что речь идет именно о том, что мы делаем для Царства Божьего. Un es jums gribu atgādināt, ka runa ir tieši par to, ko mēs darām Dieva valstībai. Вы здесь со мной? Jūs esat šeit ar mani? Что ты сделал для Царства Божьего? Ko tu esi izdarījis Dieva На valstībai? что ты обменял свое время? Pret ko tu esi iemainījis savu И когда laiku? вернулся Господин, Un kad tas kungs atgriezīsies, мы читаем здесь, mēs lasām šeit так, 15 стих. 15. pants. И когда возвратится, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел.
15 стих от Луки, 19 глава. Lūkas 19.15, bet viņš pārnāca, kad bija valdības saņēmis un nu lika atsaukt kalpus, kuriem viņš bija iedevis naudu, lai pārliecinātos, ko katrs ar to ir darījis. Наш Бог есть инвестор. И это об этом я говорю, потом я пришел с этим. Mūsu Dievs ir investors, tāpēc es lasu visas šīs raksturvietas par to. Он вернулся. Viņš atgriezās. Скажи, он вернется. Pasaki, viņš atgriezīsies. Аллилуйя, он вернется. Viņš atgriezīsies, Получив царство. saņēmis valstību. И потом он говорит, Un pēc tam viņš saka, все, приходите. visi nāciet, Посмотри, кто что приобрел. paskatieties, kurš ko ir ieguvis. Что ты приобрел? Ko tu esi ieguvis? Можно быть в толпе. Varbūt И pūlī. говорю, о, Бог нас Un благословляет. var teikt, o, Dievs mūs svētī, Или, о, ну, Бог любит нас. o, Dievs mūs mīl. Но когда он вернется, Bet tad, kad viņš atgriezīsies, он не будет рассматривать нас как толпа, как церковь, как группа. viņš neskatīsies uz mums kā uz pūli, kā uz grupu, kā uz draudzi. Кто думает, он понимает, что я говорю? Kurš domā, ka viņš saprot, par ko es Он tagad runāju? позовет Viņš pasauks каждого katru и спросит, un pajautās, что ты приобрел ko tu ieguvi для меня, priekš manis, для пользу моего царства. priekš manas valstības, Как ты участвовал, kā tu как piedalījies, ты использовал твое время, kā tu izmantoji savu laiku, как ты инвестировал. kā tu investēji. Инвестированная жизнь – это плодотворная жизнь, Investēta dzīve ir auglīga dzīve, и это то, к чему Бог призывает нас. un tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Amen. Amen. Бог любит взять малое и его умножать. Dievam patīk paņemt mazumu un to pavairot. Вы согласны с этим? Jūs piekrītat tam? Наш Бог велик. Mūsu Dievs ir varants. Он инвестор. Viņš ir investors. Он постоянно вкладывает. Viņš pastāvīgi iegulda. И он хочет, чтобы был отдача от его вклада. Un viņš grib, lai būtu atdeve no viņa ieguldījuma. Он хочет получить отдача. Viņš grib saņemt atdevi no ieguldījuma. Книга Бытия, мы читаем историю о том, что Бог сотворил небо и землю Pirmajā mūsu grāmatā mēs lasām, ka Dievs radīja debesis un zemi из ничего. no nekā. Аллилуйя. Он создал человека Viņš radīja cilvēku из праха. no pīšļiem. Он создал Еву Viņš radīja Ievu от Адама. no Ādama. Аминь. Men. Там, где ничего не было, он может что-то делать. Tur, kur nekā nav, viņš var kaut ko darīt. Он велик. Viņš ir varants. Если мы сотрудничаем с ним, Ja mēs sadarbojamies ar viņu, мы можем из ничего mēs varam no nekā приобретать. iemantot. Кто думает, он понимает, что я Kurš, говорю? saprot, ka viņš, kurš domā, ka viņš saprot to, ko es tagad saku? Когда была от Иоанна 2 глава, просто Jāņa, как пример, да? Jāņa 2. nodaļa, vienkārši kā piemērs. Была свадьба в Кана Галилейской. Вы Bija знаете эту kāzas историю? Kanā Galilejā. У них не было вино, Jūs zināt šo stāstu, viņiem nebija vīna. и было говорено Иисус Un bija saka, Jēzus из это кувшин, да? no, Глиняный кувшин, no šī māla trauka, он превратил воду в вино. kurā bija ūdens, viņš to pārvērta par vīnu. Кто помните эту историю? Kurš atceras šo Из stāstu? ничего No nekā он создал что-либо. viņš radīja kaut ko. Его мышление инвестор. Viņam bija investoru domāšana. Мы читаем, что по прошлое воскресенье я говорю про рыбки и хлеб. Mēs pagājušajā svētdienā lasījām par maizi un zivīm. Маленькое, Maz, небольшое, но он кормит многих людей. nedaudz, bet viņš pabaroja daudz cilvēku. Аллилуйя. Aleluja. Потому что кто-то это вложил в его руку. Tāpēc, ka kāds to ielika viņa rokā. Дорогие братья и сестры, о чем я говорю? Dargie brāļi un māsas, par ko es runāju? Может быть, ты считаешь, что ты никто. Varbūt uzskati, ka tu neesi Может быть, nekas. ты считаешь, что у тебя очень мало, ничего ты не умеешь в основном, да? Varbūt tu uzskati, ka tev ir ļoti maz un tu pa lielam neko nemāki. Неважно, в каком ты состоянии. Nav svarīgi, kādā tu esi stāvoklī. Бог хочет Dievs grib дать тебе умножение. dot tev vairošanu. Бог хочет что-то из твоей жизни. Из твоего ничего Он хочет что-то делать. Dievs grib no tava nekā kaut ko izdarīt. Но решение мы должны принимать.
Bet mums ir jāpieņem lēmums. Я буду вкладывать. Es ieguldīšos. Amen. Я Amen. буду вкладывать себя. Es ieguldīšu sevi. Я буду инвестировать в свою жизнь. Es investēšu savu dzīvi. Начни маленькими шагами. Sāc ar maziem soļiem. Amen. Amen. Аллилуйя. Aleluja. Кто готов это делать в этом году? Kurš ir gatavs to darīt šajā gadā? Мы будем молиться. Я думаю, что у вас есть свои пророческие планы составлены. Есть? Mēs lūgsim, es domāju, ka jums ir Uzreiz. sastādīts savi pravietiskie plāni. Visiem ir. Будем молиться Mēs lūgsim и будем доверять Богу, чтобы Он помог нам реализовать. un uzticēsimies Dievam, lai Viņš palīdz И mums превратить все realizēt эти планы в прибыль. un pārvērst visus šos plānus par peļņu, Прибыль для Господа. par peļņu priekš tā Когда мы kunga. можем говорить Богу, Kad mēs varam teikt Dievam, вот прошло год. lūk, pagāja gads, Не зря и не даром прошел. ne velti pagāja. Мне интересно, что Бог, вот те, которые принесли 10 талантов обратно, и тот, который принес 4 таланта обратно, Ir interesanti, ka tas, kurš atnesa 10 talantus atpakaļ un 4 talantus atpakaļ, получили одинаковые награды. viņi saņēma vienādu balvu. Поэтому это не в количестве. Tāpēc šeit nav runa par daudzumu. Аминь. Это Amen. не в количестве. Te nav runa par А daudzumu, это верность. bet par uzticamību. Он говорит, вы добрый и верный раб. Jo, Войдите в радость Господина своего. jo viņš teica, jūs esat labie un uzticamie kalpi, ienāciet tā kunga priekā. Аминь. Amen. Бог хочет, чтобы мы помогали другим и делили то, чем мы имеем, Dievs grib, lai mēs palīdzam citiem un dalāmies ar to, kas mums ir. точно так же, как Иисус это сделал. Tieši tāpat kā Jēzus to darīja. И Он хочет, чтобы в этом году мы думали о том, как приобретать Un viņš grib, lai mēs šajā gadā domājam par to, kā iemantot людей для Господа. cilvēkus tam kungam. Делаем что-нибудь, Darām kaut ko, чтобы помочь. lai palīdzētu. Аминь. Amen. Ты говоришь, я не умею что-то. Tu saki, es kaut ko nemāku. Ищи наставников. Meklē pamācītājus. Вы согласны с этим? Jūs piekrītat Не tam? надо прятаться. Nevajag Не slēpties. надо делать вид, как будто ты все знаешь. Nevajag izlikties, ka tu it kā Когда ты visu знаешь, zini. что ты не знаешь. Īpaši, ka tu nezini. Ищи наставников. Meklē pamācītājus. Вы здесь со мной? Jūs esat šeit ar mani. Как ты это называешь? Маситайс? Помаситайс. Pamācītāji. Наставник, да? Как еще можно говорить? Padomdevējs, līderis. Окей, Хорошо. Мы должны быть соединены. Это то, о чем речь идет. Mums ir jābūt savienotiem. Tas ir tas, par ko ir runa. Должны быть соединены к источнику, Mums ir jābūt savienotiem ar avotu, через который Бог вливает в нас. caur kuru Dievs ielēja Свою mūsos мудрость, savu gudrību, свою жизнь, savu dzīvi, свою силу. savu dzīvību, savu spēku, Аминь. amen, Свой совет, savu padomu, свои стратегии. savu stratēģiju. Мы должны быть соединены. Mums ir jābūt savienotiem. Если ты не соединен, Ja tu neesi savienots, высокни то, что у тебя есть. tad izkaltīs tas, kas tev ir. Аминь. Amen. Высокнет. Izkaltīs. Поэтому будем соединены. Tāpēc būsim savienoti, Будем в теле. būsim miesā, Не просто как формально. ne vienkārši Мы formāli. будем располагать себя, чтобы принимать максимальный Noskaņosim sevi, lai maksimāli varētu от saņemt Божьей жизни. и no Dieva благодати. dzīvības un žēlstības. Аминь. Amen. Но это недостаточно. Bet ar to nepietiek. Мы должны тоже располагать себя, Mums sevi ir arī чтобы jānoskaņo, максимально отдавать. lai maksimāli atdotu. Я не знаю, мне кажется, что говорят, что тем больше корова дает молока, тем больше он прибывает. Нет? Man šķiet, ka tā saka, ka jo vairāk piena govs dod, jo vairāk viņai pēc tam Это atnāk. так? Tā ir. Не безмерно. Кто может подтвердить это? Kurš to var apstiprināt? Никто не может подтвердить. Не так? Не убивает. Jā, katrā ziņā piena nepaliek mazāk. Ну хорошо. Ладно, скажу по-другому. Labi, pateikšu savādāk.
Это все может подтвердить. To visi var apstiprināt. Река, которая никуда не течет, Upe, kas nekur netek, воняет. smird. Аминь. Amen. И становится болотой. Un kļūst par dīķi. Вы все можете это подтверждать. Jūs visi varat to apstiprināt. Говорят, что мертвое море ничего не отдает. Saka, ka mirusī Nikudā. jūra neko Не neatdod. течет. Ka viņa nekur netek. А море Галилейское, там все втекает. Bet Поэтому там Galilejas жизнь. jūra tur viss ieplūst un tur ir А мертвое dzīvība. море, там все Bet мертвое. mirusī jūra tur viss ir miris. Потому что очень много соль, соленый, и ничего там не может Jo жить. ļoti daudz sāls un tur nekas nevar dzīvot. Если мы не даем, Ja mēs nedodam, мы будем вонять. mēs smirdēsim. Мы станем такой столб соли, который Mēs kļūsim tādi par sāls. убивает все, с чем мы соприкасаемся. Sāls stabu, kas nogalina visu, kam pieskarās. Но слава Богу, Bet slava Dievam, что мы примем это решение, ka mēs pieņemsim šo и lēmumu Бог нам поможет. un Dievs mums palīdzēs. Аминь. Amen. Я не буду долго сегодня проповедовать. Es šodien nesludināšu ilgi, es Мне beidzu. кажется, я придал основной мысли, Man šķiet, ka es nodevu galveno domu и нету суд дальше продолжать. un nav jēgas turpināt. Кто думает, что он понял основной мысли? Kurš domā, ka viņš saprata galveno domu? Тогда мне нужна помощь нескольких людей, потому что я должен убедиться, что мы не поняли хорошо. Tad man vajag palīdzību no dažiem cilvēkiem, jo man vajag pārliecināties, ka jūs sapratāt. Аминь. Amen. Поэтому, может, какой 3 человека, Tāpēc kādi 3 cilvēki, которые могли бы помочь объяснить, что вы думаете, что Бог говорит kuri нам varētu paskaidrot, ko jūs domājat, ko Dievs teica через это послание. caur šo vēstījumu. Есть желающие Ir волонтеры, gribētāji, которые уже отдавать, не только принимать. ir tie, kas grib atdot, ne tikai Так saņemt, легко принимать. jo viegli ir saņemt. А чтобы отдавать, так нелегко. Bet, lai atdot, nav nemaz tik Я вам скажу, viegli. это рискованное, Es pateikšu, tas ir riskanti, и это очень много стоит. un tas ļoti dārgi maksā. Жертва стоит. Upuris maksā. Итак, ну, кто хочет? Tātad, lūdzu, kurš grib? 1, 1. 2, вот. М. Войди в радость, говорит. Ieej tā kunga priekā. Jā, es gribu iet. Tātad galvenā doma, ko mēs šodien dzirdējām, par to, ka Dievs mums katram ir devis. Viņš ir mūsos ielicis, investējis dažādas spējas, talantus un tā tālāk. Un, ja mēs negribam palikt par šo smirdīgo dīķi, kas neko neatdod, tad mums ir jādod tālāk to, ko mēs esam saņēmuši. Jo arī, kā teikts, priecīgu devēju Dievs mīl. Un ja mēs arī vēl priecīgi dodam, tad mums tas prieks atnāks vēl lielāks. Jā. Un man Aleluja. ļoti arī patīk šī doma, ko mācītājs teica par to, ka šai Lūkas evaņģēlijā, ko mēs lasējām, ka Dievs mums ir devis visiem vienādi. Runājot par laiku. Un tā ir tāda interesanta doma, un tas liek aizdomāties par to tiešām, kur aiziet mūsu laiks. Jo laiks aiziet ļoti ātri. Un lai Dievs dod mums žēlstību, ka mēs tiešām varam to investēt un atnest augļus Dievu valstībai. Аллилуйя, слава Богу, очень важно. Спасибо, Ивита. Un papildinot Ivetu, gribu teikt to, ka Dievs ir devis mums tātad 4 punktus. Tātad pirmais punkts bija iemantot lielo biblisko redzējumu.
tātad lūgt un atrast un sameklēt. Ko es būvēšu šajā gadā attiecībā uz savu ģimeni un uz kādu citu ģimeni. Tad nebaidīties, ka es nevaru piepildīt lielo redzējumu, tāpēc, ka liels redzējums ir no Dieva, tāpēc, ka es to pats nevaru piepildīt. To var tikai Dievs ar Dieva palīdzību. Otrais ir lūdziet patstāvīgi par redzējumu, jo to, ko, ja Dievs namu neuzceļ, tad veltīgi pie tā, kas pie tā strādā. Tātad ir jālūdz Dievam palīdzība, lai Dievs rāda, piesaista resursus, dod gudrību, piesaista cilvēkus, palīdz un vēl citas lietas. Un speriet mazus soļus katru dienu. Mēs ejam uz lielo mērķi, bet mēs ejam ar maziem solīšiem. Tāpēc, ka mēs nevaram uzreiz ar vienu soli nonākt lielajā mērķī. Un Dievs ir investors. Tā kā jau Iveta teica, ka viņš mums ir katram kaut ko devis. Un lai mēs, tā kā Iveta teica, nepaliktu par dīķiem, par smirdīgiem, mums ir jādod tālāk. Un man, teiksim, vēlreiz tā kā gan pagājušā gadā, gan šajā gadā Dievs tā kā lika daudzas lietas, izdarīt tādas izvēles. Un šogad es saprotu, ka atkal tādas būs tādi izvēles soļi. Nevis vienkārši plūstot pa straumei, bet tādi nopietnas izvēles. Jēzus vārdā. Varbūt vēl kāds būs, kas pateiks. Amen. Amen. Ванда хочет добавить. Спасибо. Ну, мне к тому, что мы слышали, уже добавить нечего. Все сказали, слава Богу. И я просто хочу сказать, что очень... все время, когда мы читали, сколько лет я уже читала эти притчи. Visu laiku, cik mēs jau daudzus gadus esam lasījuši šīs līdzības. И я не то, что не понимала, я думала, не совсем справедливо по отношению к этому, который взял вот и сокрыл свой талант. Un man likās agrāk, ka diezgan negodīgi, netaisnīgi attiecībā pret to, kurš apslēpa savu talantu un neko neizdarīja to. Он же пришел, понимаете, он пришел для отчета. Bet viņš taču atnāca, lai atskaitītos. И он был третьим, а viņš те bija другие trešais. 7 вообще не пришли. Bet tie divi vispār neatnāca. Не 7, 7 человек не пришли. Всем дано, 10 дано было, понимаете? А пришло 3. 10 bija dots, bet atnāca 3. У Луки, да, вот вы Лукас. читаем. Mēs lasām. Но этот-то пришел и верно сказал, вот твое, что ты мне дал. Bet tas viens, viņš taču atnāca un teica, šetas, ko tu man iedevi. Он же сохранил. Viņš taču saglabāja. Вот так, вот это все время было со мной. Un man tā visu laiku bija. И сейчас я понимаю, что как Бог дал, что Бог дал, да? Для чего Он дал? Un tagad es saprotu, ko Dievs deva un priekš kam Dievs deva. И что, то есть Он же поверил в меня. Viņš taču man noticēja.
И он не будет меня хвалить за то, что я такой, ну вот просто вот сижу и радуюсь. Un viņš taču nelielies mani tikai par to, ka es vienkārši sēžu un priecājos. И вот я хочу, чтобы он радовался. Un es gribu, lai viņš priecājās. У меня что-то есть от него. Man kaut kas ir no viņa, И я могу это поделить. un es varu ar to Nu. dalīties. Умножить даже. Vairot es varu to. Это удивительно. Tas ir brīnišķīgi. Вот, спасибо Богу. Paldies Dievam. Okay, спасибо большое. Кому Okay, okay. Еще кто может быть? Еще кто может быть? Varbūt vēl kāds. Хорошо. Нет. Смотрите, Paskatieties, очень важно ļoti svarīgi идти к Богу с этим словом. iet pie Dieva ar šo vārdu. Окей? Время очень интересное. Laiks ir ļoti interesants. И время очень легко уходит. Un laiks ļoti viegli aiziet. Если мы не сделаем резервации, Ja mēs neierezervēsim, свое время резервировал ja mēs neierezervēsim sev laiku для того, что является важным, priekš tā, kas ir svarīgi, они просто так уйдут. tas vienkārši tāpat aizies. Кто заметит, что так время уходит. Kurš pamanīja, ka laiks tā aiziet? И ты потом думаешь, о, я это не сделал, я это Un не tu pēc сделал. tam domā, es to neizdarīju, to neizdarīju, to neizdarīju. Поэтому нужно будет в этом году очень хорошо работать над тем, как управлять свое время. Это ресурс от Бога. Tāpēc šajā gadā vajadzēs ļoti labi pastrādāt pie tā, kā mēs pārvaldam savu laiku, jo tas ir resurs no Dieva. И подумать о том, что Бог тебе дал, и как ты будешь их использовать. Un padomāt par to, ko Dievs tev ir devis un kā tu to lietosi. Amen. Amen. Потому что Он ожидает отдачу. Jo viņš gaida atdevi. Просто вспомните, Бог есть инвестор. Vienkārši atcerieties, ka Dievs ir investors. И любой инвестор ожидает прибыль или возврат от своего инвестиции. Un jebkurš investors viņš gaida atpakaļ šo peļņu vai atgriezenisko saiti no savām investīcijām. Amen. Amen. Когда Он нам дает, мы радуемся. Kad viņš mums dod, mēs priecājamies. Но каждое благословение от Бога – это откровение, которое я когда-то получил. Bet katra svētība no Dieva tā ir atklāsme, ko es kādreiz saņēmu. Оно приходит с ответственностью. Tā atnāk ar atbildību. Многие люди радуются благословение, но они не понимают, что есть ответственность за благословение. Daudz cilvēku priecājas par svētību, bet viņi nesaprot, ka ir atbildība par svētību. Даже в жизни так есть. Un arī dzīvē tā ir. Amen. Amen. Я могу тебе подарить машину сейчас. Es tev tagad varu uzdāvināt И mašīnu, ты будешь счастлив до неба. un tu būsi laimīgs līdz debesīm. Amen. Amen. Но если ты не будешь вкладывать в эту машину, он не поедет. Amen. Bet ja tu neko neieguldīsi šajā mašīnā, viņa nebrauks. Тебе нужно будет заполнять бензином. Tev vajadzēs ieliet benzīnu, Это уже не я буду, я тебе уже дарил. un to es tev nedarīšu, es jau tev uzdāvināju mašīnu. Тебе нужно будет его чинить. Ну, короче, Tev vajadzēs to ухаживать. labot un tā tālāk. Есть ответственность Ir atbildība со все благословения, par которые visām получим от svētībām, Бога. kuras Dievs mums dod. Поэтому давайте будем просто делать маленькие шаги. Tāpēc spērsim mazus soļus, So, в этом году ka šajā gadā я буду плодотворный. es būšu auglīgs. Я сказал только что инвестированная жизнь. Es tikko teicu, ka investēta dzīve, Я это повторю, потому что все, кто вышли, никто не упоминает. Но это очень важно. es to atkārtošu, tāpēc, ka visi, kas iznāca, tie to nepieminēja, tāpēc, ka Это tas ir какая svarīgi. жизнь? Tā ir kāda, Это tā плодотворная ir жизнь. auglīga dzīve. Тогда вопрос. Tad ir jautājums, Что такое плодотворная жизнь? kas ir auglīga dzīve? Для Бога, что такое плодотворная Dievam, жизнь? ko nozīmē auglīga dzīve? Кто мне поможет? Kurš man palīdzēs? Плодотворная жизнь. Auglīga dzīve. Зигуд. Плодотворная жизнь. Это что? Auglīga dzīve, Zigurd, kas tas ir? Подойдите, пожалуйста. Auglīga dzīve ir tad, kad tu investē kaut gan mācītājs, kad tu kā mācītājs mums mācīja. Ja tu neko
neieliksi ne savā ģimenē, ne darbā, kur tu strādā. Visur, kur tu ej, ir jāieliek kaut kas. Bez ielikšanas nav rezultāta. Amen. Amen. Спасибо. Спасибо за гуд. Ингуна. Katrā biznesā vispirms, lai mēs saņemtu kaut kādus augļus, ir jāinvestē. Tam ir jādodas pa 100% un varbūt vēl vairāk. Par to ir jādomā dienām un naktīm. Jo savādāk nenāk atpakaļ nekas. Tam visam ir jābūt atbildīgam. Un tātad pirmām kārtām prasīgam pret sevi. Un maksimāli, cik vien iespējams, ir jāieguldās tajā, ko mēs darām. Jābūt ir redzējumam, uz kurien mēs ejam. Un tikai tad mums ir, teiksim, mēs saprotam, kādu plāna punktu mēs saliekam pa kādiem soļiem. Un tad mums tas atnesīs prieku, azartu par to, ka mēs ejam uz priekšu un tas viss notiek. Jā, tas bija apmēram laikam viss, ko es gribēju pateikt. Amen. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, Liels paldies, paskatieties! плодотворная жизнь, это Auglīga то, что вы dzīve. сказали. Ir tas viss, ko jūs teicāt? Плодотворная жизнь Auglīga dzīve. это жизнь, которая имеет конкретные плоды. Tā ir dzīve, kam ir konkrēti Вы augļi. согласны с этим, да? Jūs piekrītat tam? Жизни, где есть конкретные плоды. Dzīve, kur ir konkrēti augļi. Плодотворная яблоня Auglīga ābele. это яблоня, на которой можно взять яблоко. Tā ir ābele, no kuras var noplūkt ābolus. Amen. Amen. Там есть. Viņi tur ir. Если это плодотворная жизнь, Ja tā ir auglīga dzīve, значит есть плоды. tad tas nozīmē, ka ir Чтобы отвечать на augļi. этот вопрос, мы зададим вопрос. Какие плоды ждет от нас Бог? Un, lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs uzdosim jautājumu papildus. Kādus augļus sagaida Dievs? Иоанн 15, Я- 16. Jāņa 15:16. Иисус сказал так. Jēzus teica tā: Не вы меня избрали, Ne jūs mani esat izredzējuši, инвестор. investors. Инвестор говорил. Investors saka, Не вы меня избрали, ne jūs mani esat я вас izredzējuši, избрал. bet es jūs esmu izredzējis. Я вкладывал вас. Es esmu ieguldījis Я jūsos, спас вас. es esmu izglābis jūs, Я очистил вас. es esmu attīrījis jūs, Я приобрел вас. es esmu iemantojis jūs, Чтобы вы шли. lai jūs ietu И что? Приносить un nesat плод, augļus. который вечно пребывает. Augļus, kas paliek mūžīgi. Очень важное слово. Ļoti svarīgs vārds. Бог вкладывал в нас. Dievs ir ieguldījis И Он mūsos, ожидает возврат. un viņš Инвестор. gaida atgriezenisko saiti investors. Плод. Augli, Плод. augli, Плод, augli, который пребывает. kas paliek. Значит, моя жизнь Pasaki, mana dzīve, должен приносить плод. manai dzīvei ir jāatnes auglis. Твоя жизнь Tava dzīve, должен приносить плод. tai ir jāatnes И auglis. Бог ожидает Un плод. Dievs gaida šo augli. Из-за того, что Он вливал в нас, Он вкладывает в Dēļ нас. tā, ko viņš ir ieguldījis mūsos, Потому ielicis что из mūsos. всех людей Он тебя призвал. Jo no visiem cilvēkiem viņš tevi ir Он aicinājis. тебя приблизил к себе. Viņš tevi ir tuvinājis sev. Он дал тебе понимание или откровение Viņš tev ir devis sapratni, о atklāsmi своем плане. par savu plānu. Он дал тебе доступ к Его присутствию. Viņš ir devis tev piekļuvi viņa klātbūtnei. Многие из нас не оценивают это. Daudz no mums mēs to nenovērtējam. Знаете, что доступ к присутствию великих людей это много стоит. Jo ziniet, ka piekļuve tādiem vareniem cilvēkiem tas ļoti dārgi maksā.
Ви согласни с этим? Jūs piekrītat tam? Некоторые платят большие цены, чтобы найти аудиенции, чтобы получить какой-то маленький совет от кого-то. Daudzi maksā lielu cenu, lai viņiem būtu piekļuve pie šiem cilvēkiem, lai dabūtu kādu mazu padomu. Amen? Amen. Платят цену. Viņi maksā cenu, Потому что ты не можешь видеть этих людей. jo tu nevari vienkārši tā pieiet šiem cilvēkiem klāt. Одну их минуту стоит тебе тысячи. Viena viņa minūte tev maksās 1000. Amen? Amen. И Бог дан нам доступ Un Dievs ir devis mums piekļuvi к своему присутствию. savai klātbūtnei, Что мы можем в любое время приходить молиться. lai mēs varētu jebkurā laikā pienākt un lūgt. Он избрал нас, Viņš mums ir izredzējis, но Он хочет, чтобы мы приносили плоды. bet viņš grib, lai mēs nesam augļus. Amen? И когда мы читаем Слово Божье, Un, kad mēs lasām Dieva vārdu, мы видим плод Духа, например. mēs redzam, piemēram, gara augli. Это плод измененного характера. Tas ir izmainīta rakstura auglis. Аллилуйя. Aleluja! Плод измененного характера. Izmainīta rakstura auglis. Галатам 5. Galatiešiem 5. Если мы хотим инвестировать в свою жизнь, Ja mēs gribam investēt savu dzīvi, надо инвестировать в свою жизнь, tad ir jāinvestē sava чтобы из dzīve, нашей жизни произошли вот эти плоды. lai no mūsu dzīves rastos šie augļi. Любовь. Mīlestība. Что там дальше? Галатам 5. Galatiešiem 5. 22, по-моему. Galatiešiem 5, 22. 22. Galatiešiem 5, 22. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и... Это 7, да? Дальше, 23. Да, кротость, воздержание. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēmprātība, atturība. И я закончу на это. Следующий, то есть это плод, измененный Un характер. es pabeigšu, tad auglis izmainīts raksturs. Инвестируй в свою жизнь, Investē savu dzīvi, чтобы был плод. lai būtu auglis. Аминь. Men. И помогать другим развивать такие плоды. Un palīdzi citiem attīstīt tādus Богу augļus. это нравится. Dievam tas patīk. Аллилуйя. Aleluja. Аминь. Men. И другой плод, который мы Un видим. otrs auglis, ko mēs redzam, Я дам просто одно местописание, чтобы это описать. Es Это iedošu Римлянам 1:13, кажется. vienu raksturvietu, tā ir Romiešiem 1.13. Римлянам 1:13. Romiešiem 1.13. И Слово Божье часто об этом говорит. Un Dievvvārds bieži par to saka. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встреча препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов. Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, lai gūtu kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām, bet līdz šim tiku aizkavēts. Плод здесь говорит о приобретенных, люди приобретенных для Господа. Un šeit runa ir par augli, kā izglābti cilvēki tam kungam. Апостол Павел говорит, Apostols Pāvils saka, я многократно хотел прийти к вам, римлянам, es daudzkārt gribēju atnākt pie jums, pie romiešiem, потому что я хотел иметь плод, как и среди других народов. jo es gribēju arī pie jums gūt šo augli, tāpat kā pie citām tautām. Плод людей, которые приобретены для Господа. Cilvēku augli, kas ir iemantoti priekš tā kunga, Обращенных к Богу. kas ir atgriezušies pie Dieva, Покаялись, nožēlojuši grēkus, укоренили в Боге. iesakņojušies Dievā. Amen. Amen. Пусть Бог поможет нам Lai Dievs palīdz mums, иметь плод обращенных людей. ka mums ir šie atgriezušies cilvēka augļi. Auglis, kā atgriezušies cilvēki. Обращенных людей. Atgriezušies cilvēka auglis. Как можно сказать? Покаянные люди. Atgrieztu cilvēku auglis. Окей. Vai cilvēki, kas nožēlojuši grēkus. Да. Плод верующих людей. Ticīgu cilvēku auglis. Amen. Amen. Аллилуйя. Слава Господу. Slava tam kungam. Давайте станем на ногах. Piecelsimies kājās, es pabeigšu. Инвестированная жизнь – это плодотворная жизнь. Tad investēta dzīve ir auglīga dzīve. И Бог призвал нас. Un Dievs ir aicinājis Для mūs чего? priekš kam?
чтобы мы приносили плоды. lai mēs atnesam augļus. Скажи спасибо тебе, Господь, Pasaki paldies Tev, за это kungs, слово. par šo vārdu. Спасибо за все, что ты вложил во мне. Paldies par visu, ko Tu esi ieguldījis За manī. твой инвестиции в моей Par жизни. Tavu investīciju manā dzīvē. Спасибо тебе, Господь, за талант, Paldies Tev, kungs, par talantiem, за здоровье, par veselību, за время, par laiku, за дары. par dāvanām. Спасибо тебе, Господь, Paldies Tev, kungs, за мою жизнь. par manu dzīvi. Спасибо за мое умение. Paldies par manām prasmēm. Спасибо за друзей. Paldies par draugiem. Спасибо тебе, Господь, Paldies Tev, за kungs, все, что ты даровал мне. par visu, ko Tu esi man dāvājis. Спасибо тебе. Paldies Tev. Это твои инвестиции во мне. Tā ir Tava investīcija manī, Потому что ты веришь во мне. jo Tu tici man. Ты веришь, что я плодородная, плодотворная почва. Tu tici, ka es esmu auglīga augsne. Ты посеял во мне твое Tu слово. esi iesējis manī savu vārdu. Ты посеял во мне твою Tu жизнь, esi iesējis manī savu dzīvību, чтобы было продолжение lai būtu turpinājums этой жизни šai dzīvībai. через меня. Caur mani. Прости, Господь, Piedod, kungs, за то, что порой мы забываем это. par to, ka dažreiz mēs aizmirstam to. За то, что порой мы не являемся мудрыми Par to, управителями. ka dažreiz mēs neesam gudri pārvaldnieki. И ты снова зовет нас. Un Tu no jauna aicini Ты mūs. снова бросает нам Tu визу, no jauna met mums чтобы izaicinājumu, мы инвестировали в свою lai жизнь. mēs investējam savā dzīvē. Спасибо за мудрость, Paldies par gudrību, которую ты даешь. kuru Tu dod. Спасибо за благодать Твою, Paldies par Tavu žēlstību, которая сопровождает это слово. kas Это pavada слово. šo vārdu. Потому что Твою благодать приходит, Твоя истина приходит с Твоей благодати. Jo Tava patiesība nāk ar šo žēlstību. Я молюсь о каждом человеке Es lūdzu par здесь. katru cilvēku šajā И о vietā. каждом человеке, который слышит это Un слово. par katru cilvēku, kas dzird šo vārdu. Дух Святой, Svētais gars возбуди в нас atmodini mūsos. желание исполнить это Vēlmi слово. piepildīt šo vārdu. Желание что-то сделать с этим словом. Vēlmi kaut ko izdarīt ar šo vārdu. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Там, где раньше не получилось, Tur, kur agrāk nesanāca, мы сможем с новым решительностью, mēs varēsim ar jaunu izlēmību, полагая на Твою мудрость и силу, paļaujoties uz Tavu gudrību un spēku, идти обратно и творить чудеса. iet atpakaļ un darīt brīnumus. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Мы знаем, что мы не можем побеждать Mēs zinām, ka mēs nevaram uzvarēt в игре, если мы не играем, spēlē, ja mēs tajā если мы не nepiedalāmies. участвуем Ja в mēs этой игре. nepiedalāmies šajā Мы spēlē, хотим участвовать, mēs gribam piedalīties, чтобы побеждать. lai uzvarētu. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Там, где мы запустили свою жизнь, Tur, kur mēs esam ielaiduši savu dzīvi, помоги нам брать его в руку palīdzi mums paņemt to atkal savās rokās с помощью Духа Святого. ar svētā gara palīdzību. Мы хотим высвобождать Твою жизнь, Mēs gribam atbrīvot Tavu dzīvību, жизнь Твоего царства. Tavas valstības Потому dzīvību, что Твое царство в нас. jo Tava valstība ir Ты говоришь, mūsos. царство Божье внутри Tu вас saki, Dieva есть. valstība ir jūsos, Это царство есть внутри нас. un šī valstība ir Твоя mūsos. жизнь есть Tava внутри нас. dzīvība ir mūsos, Твоя сила есть Tavs внутри spēks ir нас. mūsos. Помоги нам, Господь, Palīdzi mums, kungs, высвобождать atbrīvot šo dzīvību, эту жизнь, šo dzīvību, эту силу šo spēku через инвестированную жизнь. caur investētu dzīvi. Благодарим Тебя. Mēs pateicamies Tev. Помоги нам торопиться, Palīdzi mums pasteikties, не тянуться с этим, nevilkt garumā ar to, но начинать с самого начала этого года. bet sākt no šī paša gada sākuma. И мы благодарим Тебя, Mēs Господь. pateicamies Tev, kungs, Все желающие, ka visi, kas vēlās, Ты благословишь. Tu svētīsi, Ты благословишь. Tu svētīsi, Будь прославлен. esi pagodināts. И в этот день мы приносим перед Тобой, Un Господь, šajā dienā mēs nesam Tavā priekšā, kungs, свой пророческий план. savu pravietisko plānu. Hallelujah. Really manda sakata bagloria. Слава Тебе. Slāva Tev, kungs. Если у Тебя Он есть, Ja Tev viņš ir, подними Богу pacelt to pret Dievu
My budem zaključat s Bogom Savet. Mēs slēgsim ar Dievu derību. Мы уже слышали инструкции, как содействовать Mēs jau dzirdējām instrukciju, kā iesaistīt этот план. šo plānu, iedarbināt. Бог говорит, не бойся. Dievs saka, nebīsties. Это видение от Бога. Tas ir redzējums no Dieva, Исполнится un tas piepildīsies твоей молитвой. ar tavām lūgšanām. И каждый маленький шаги, который ты будешь делать, Un katru mazo soli, kur tu spērsi, Бог будет помогать. Dievs palīdzēs. Когда Яков Kad Jēkabs бежал от своего брата Исава, bēga no sava brāļa Ēzava, у него нет ничего больше. viņam nebija nekā vairāk. Он все лишился. Viņš visu bija zaudējis. Даже подушка у него не было. Viņam pat nebija spilvena līdzi. Камень стал его подушкой. Akmens kļuva par viņu spilvenu. Он положил голову на камень и Viņš заснул. uzlika galvu uz akmens un aizmiga. Но Бог пришел туда. Bet Dievs atnāca tur. Аллилуйя. Бог пришел к нему Dievs atnāca pie viņa и дал ему обетование. un deva viņam apsolījumus. Я буду с тобой. Es būšu ar Я тебя tevi. буду Es защищать. tevi Я тебя aizsargāšu. буду Es tevi благословлять. svētīšu. И когда Яков встал, он заключил с Богом совет. Un kad Jēkabs piecēlās, viņš slēdza Dievu derību. Он говорит, если, Господь, Viņš teica, kungs, ja ты будешь со мной, tu būsi ar mani, если ты будешь меня хранить, ja tu mani pasargāsi, если ты меня ja благословишь, tu mani svētīsi, он говорит, этот камень viņš saka, šis и akmens это место un šī vieta станет домом Божьим. kļūs par Dieva namu. Аллилуйя. Aleluja! И мы знаем, что это так и было. Un mēs zinām, ka tā arī Он notika. говорит, 10 час Viņš saka, 10. tiesu всего имени no мое visa mana я тебе īpašuma отдаю es как atdodu tev благословение. kā svētību. Аллилуйя. И Бог говорит, Un Dievs teica, через твою семью caur tavu sēklu весь род человеческий буду благословлен. viss cilvēku dzimums tiks svētīts. Семья, Ģimene, sēkla, он не только Яков. un caur visu tavu namu, viss Вся dzimums, твоя семья, visa tava ģimene, вся твоя семья visa tava ģimene будут нести благословение nesīs svētību всему миру. visai pasaulē. Аллилуйя. Aleluja! Бог посетит семьи. Dievs apciemo ģimenes. Аллилуйя. Бог посетит семьи. Dievs apciemo ģimenes. Многие, которые плакали Daudzi, kas raudāja за свою семью, par savu ģimeni, за своих детей, par saviem bērniem, за своих внуков, par saviem mazbērniem, увидят руку Божью. viņi ir redzējuši Dieva roku, Божью руку, Dieva roku, которая возвращает их. kas atgriež. Многие, которые плачут Daudzi, kas raud за устройство своих семейных отношений, par savām ģimenes attiecībām, увидит Божью руку. viņi ir redzējuši Dieva roku. Восстановить. Восстановление. Atjaunošana, Восстановление. atjaunošana, Восстановление. atjaunošana, Восстановление. atjaunošana, Восстановление. atjaunošana. Бог, ты можешь. Dievs, tu vari, И мы тебе доверяем. un mēs tev uzticamies. И, Господь, мы приносим эти планы тебе, Господь. Un mēs nesam, kungs, tavā priekšā šos plānus. Это планы, которые мы приняли в своем духе Tie ir plāni, ko mēs esam saņēmuši savā garā. через общение с тобой, Caur sadraudzību ar tevi, через размышление, caur pārdomāšanu, через анализ. caur analīzi. И мы благодарим Un тебя. mēs pateicamies tev. И в этот день мы посвящаем тебя. Un šajā dienā mēs veltījam Мы tev. отдаем Mēs эти планы atdodam тебе. šos plānus Ты tev, говоришь, kungs. отдай Господу путь твой. Un tu saki, И Он atdodam kungam savu направит ceļu. следствие Un их. viņš virzīs šos ceļus. Господь, направь. Kungs virzi, Направь нашу kungs жизнь virzi mūsu dzīvi к исполнению этих пророческих планов. uz šo plānu piepildīšanos. Дух Божий, мы просим Dieva Тебя, gars mēs lūdzam,
Ty jest duch жизни. Tu esi dzīvības gars. Вдохни жизнь Iedves dzīvību в эти планы. šajos Чтобы plānos, они ожили, lai tie Господь. atdzīvojas, kungs. Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus Ты vārdā. Бог, который называет несуществующее как Tu существующее. esi Dievs, kas neesošu sauc par esošu. Ты Бог, который дает жизни мертвым. Tu esi Dievs, kas dod dzīvību mirušiem. Мы благодарим. Mēs pateicamies. Мы представим перед Тобой Mēs stāvam Tavā priekšā. наши планы, Un mēs nesam savus наши plānus, пути. mūsu ceļus. Веди, Господь. Vadi, kungs. Все, что необходимо для Viss, kas ir исполнения, nepieciešams šo plānu īstenošanai, мы принимаем от руки Твои, mēs Господь. pieņemam no Tavas rokas. Все, что необходимо для их исполнения, Visu, kas nepieciešams to īstenošanai, мы принимаем mēs to pieņemam прямо сейчас. tieši tagad. Спасибо, что Ты пошел впереди нас. Paldies, ka Tu esi aizgājis mums pa priekšu. Ты удивишь, Господь. Tu pārsteigsi, kungs. Спасибо, что никто не устанет. Paldies, ka neviens nepagurs. Все преграды и препятствия на пути Visi исполнения šķērši šo plānu piepildīšanās ceļā, именем Иисуса мы Jēzus Kristus сокрушаем vārdā, mēs их. tos satriecam, Мы убираем их. mēs tos aizvācam, И мы благодарим Тебя, un mēs Господь. pateicamies Tev, kungs. Спасибо за усердие в нашей Paldies сердце. par centību mūsu sirdīs. Усердие до конца. Centību līdz galam, До конца. līdz galam, До конца. līdz Что galam, руки не опустятся, ka Господь. rokas nenolaižās, Что колено не будут ka рожать, ceļi Господь. netrīcēs, Что kungs, уверенность ka приходит. pārliecība atnāk И сверхъестественная помощь un pārdabiska palīdzība во имя Иисуса Jēzus Христа Kristus vārdā для их исполнения. to piepildīšanai. Мы призываем ангельскую помощь. Mēs aicinām eņģeļu palīdzību, Ты даешь ангелам своим повелением. dot pavēlu saviem eņģeļiem, Потому что они есть служебные jo viņi ir духи, kalpojošie gari, которые служат наследникам kas спасения. kalpo pestīšanas mantiniekiem. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs! Мы молим и провозглашаем, Mēs lūdzam un Господь. pasludinām, kungs, Открытые двери. atvērtas durvis, Открытые двери. atvērtas durvis, Открытые двери. atvērtas durvis, Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. Спасибо Тебе. Paldies Tev! Все, что было связано в духовном мире. Viss, kas bija saistīts garīgajā pasaulē, Все, что было связано viss, kas bija saistīts демонической силой. ar demoniskiem spēkiem, Мы развязываем mēs to atraisam именем Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Именем Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Именем Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Спасибо за дверь возможностей. Paldies par iespēju durvīm. Просто ниоткуда. Vienkārši ne no kurienes Возможности. iespējas. Мы благодарим Mēs Господа. pateicamies, kungs, Что мы будем готовы, ka mēs būsim когда gatavi, придут эти tad, возможности. kad atnāk šīs iespējas. Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. Мы будем готовы, Mēs būsim gatavi, когда придут наши kad возможности. atnāks mūsu И iespējas. мы не пропустим ни Un mēs одной nepalaidīsim возможности. nevienu iespēju garām. Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. So, этот год полный Ka возможностей. šis gads ir pilns iespēju. Возможностей. Iespēju. И мы благодарим Господа во имя Иисуса Христа Mēs pateicamies, kungs, Jēzus vārdā за ускорение, par pātrinājumu. ускорение, Pātrinājumu. ускорение. Pātrinājumu. Бог мой, мы благодарим Тебя. Mans Dievs, mēs pateicamies Tev, So, каждый план ka katrs plāns превратится в свидетельство. pārvērtīsies par liecību. So, каждый план Ka katrs plāns превратится в свидетельство, pārvērtīsies par liecību, прославляющее Твое имя. kas pagodinās Tavu vārdu, Бог, Ты велик jo Tu esi varants и всемогущий. un visu varants. Мы благодарим Тебя, Mēs Господь. pateicamies Tev, kungs. Спасибо Тебе. Paldies Tev! Спасибо Тебе. Paldies Tev! Аллилуйя. О, слава Тебе, Иисус. Западем Твою голос Господу. Благодари Его, благодари Его, благодари Его. Pateicies Viņam! О, слава Тебе, Иисус. Ура Махаштале Глория. Благодари
Pateicies за Его помощь. par viņa palīdzību. Благодари за Его Pateicies par участие. viņa līdzdalību. Благодари за Божью мудрость, Pateicies par Dieva gudrību, за Его par благоволение, viņa labvēlību, за Его благость и милость, par viņa laipnību un который žēlstību, сопровождает. kas pavada. Спасибо Тебе, Господь. Paldies, Tev, kungs! Благоволение перед Богом, Labvēlība Dievu priekšā, благоволение перед людьми, labvēlība cilvēku priekšā, открытые двери, atvērtas durvis, открытые небеса. atvērtas debesis. Аллилуйя, слава Тебе. Slāva Tev! Koramanana shinderebo, kelimanda salaba, kelimene mongos katari balando surya labu. Мы славим Тебя, Господь. Mēs slavējam Tevi, kungs! Господь, спасибо за Kungs, сверхъестественную paldies par помощь от pārdabisku Бога. palīdzību no Dieva! Сверхъестественную помощь от Бога. Pārdabiska palīdzība no Dieva! Что Ты направляешь и Kad Tu направишь virzi un vadi к источникам. uz avotiem. Аллилуйя. Лемандо зололо глория лабандо суря. Thank you, Jesus. О, слава Тебе, Господь. О, Рамахашта. О, Римене Манго Скала ла Глория. Спасибо за благословение Твое. Paldies par Tavu svētību, Благословением Твоим Ты возвещает Твой народ. par svētību, ar kur Tu paaugstini savu tautu. Благословением Твоим мы становимся теми, Ar Tavu svētību mēs kļūstam par tiem, кем Ты назначит нас. par ko Tu esi nolicis mums būt. Спасибо, Господь, Paldies Tev, kungs, за свидетельство, par liecībām, которое последует. kas sekos Именем Иисуса. Jēzus Kristus vārdā. Аллилуйя. И мы будем принимать вечерю Un mēs сегодня. pieņemsim vakarēdienu šodien, Вечеря — это знак совета. un vakarēdienas tas ir derības zīme. Знак совета. Derības zīme. Это принятие помощи. Tā ir palīdzības pieņemšana. Это осознание того, что мы не один. Tā ir apziņa par to, ka mēs neesam vieni. Что Господь Бог с нами. Ka tas kungs Dievs ir ar mums. Что все, что мы просим, Ka visu, ko mēs lūdzam, мы получаем. mēs saņemam. Потому что кровь Иисуса была пролита. Jo Цена Jēzus уже asins tika оплачена. izlietas, cena jau ir samaksāta. Поэтому принимай сегодня это вечеря. Tāpēc pieņemot šodien šo vakarēdienu, Благодари Господа pateicies tam kungam за то, что надежда наша par to, ka viņš ir mūsu cerība. на Него. Он Mūsu наша cerība ir uz надежда. viņu, viņš ir mūsu cerība. Он наша сила. Viņš ir mūsu spēks, Он наша жизнь. viņš ir mūsu dzīvība, Он наша viņš ir святость. mūsu svētums, Он наша viņš ir мудрость. mūsu gudrība, Аллилуйя, слава. Он есть наш путь. viņš ir mūsu ceļš, Он есть наша жизнь. viņš ir mūsu dzīvība, Он есть наш свет, viņš ir mūsu gaisma, который освещает наш путь. kas apgaismo mūsu ceļu, Он есть наша защита. viņš ir mūsu apsardzība, И мы побеждаем. un mēs uzvaram. Ранами Его Viņa миссия. brūcēs mēs esam dziedināti, Побеждаем. mēs uzvaram Кровью Его. ar viņa asinīm. Слава Тебе, Господь. Slava Tev, kungs! Слава Тебе, Господь. Slava Tev, kungs! Что Ты возлюбил нас Ka Tu esi mūs и iemīlējis отдал себе за un нас. atdevis sevi par mums, И Ты приобрел нас. un Tu esi iemantojis И мы mūs, Твой народ. un mēs esam Tava tauta. Мы Твой народ, Mēs esam Господь. Tava tauta, kungs! Мы Твой народ, Господь. Mēs esam Tava tauta, kungs! Спасибо Тебе. Paldies Tev, Что преграды удалены. ka šķēršļi ir novākti, Что ничего не может стать между нами. ka nekas nevar nostāties starp mums. Потому что благодаря кресту Иисуса Христа, Jo pateicoties Jēzus krustam, благодаря крови Его, pateicoties viņa asinīm, благодаря жертву Его, pateicoties viņa upurim, Ты разрушал и раздавил Tu izārdīji un власть satrieci греха,
grēka varu и власть сатаны un sātana varu над нашей жизнью. par mūsu dzīvēm. И принимая это вечеря, мы празднуем эту победу. Un pieņemot šo vakarīdienu, mēs svinam šo uzvaru. Благодарным сердцем, Mēs Господь. pateicamies Tevi, Kungs. Мы приходим к Тебе Mēs nākam pie Tevis, Kungs, ar pateicīgām sirdīm, с благодарным сердцем. ar pateicīgu sirdi. Мы возвещаем, Бог мой, Mēs pasludinām, Kungs. Mēs paužam, Kungs. спасибо Тебе. Paldies Tev. Спасибо за кровь Твою. Paldies par asinīm. Спасибо за победу. Paldies par Tavu uzvaru. Отец Небесный, спасибо Debes Tēvs, paldies Tev за Твою любовь, par Tavu mīlestību, которую Ты доказал в Иисусе. kur Tu esi pierādījis Kristu. Jēzu, Дорогой Иисус, мы благодарим Dargais Jēzu, mēs pateicamies за Твою любовь, par Tavu mīlestību, которую Ты доказал тем, что Ты отдал свою жизнь. kur Tu pierādīji ar to, ka Tu atdevi savu dzīvību. Дух Святой, мы благодарим Svētais Gars, mēs pateicamies за Твою любовь, par Tavu mīlestību, которую Ты доказал тем, что Ты возродил нас. kur Tu pierādīji ar to, ka Tu atdzemdināji mūs. Мы благодарим Mēs pateicamies и принимай это вечерю сегодня. un pieņemam šo vakarēdienu šodien. И выражаем свою благодарность Mēs paužam savu pateicību, и свою уверенность savu pārliecību в Твоей победе. Tavā uzvarā. Наша уверенность Mūsu pārliecība в Твоей любви. par Tavu mīlestību. Наша уверенность в том, Mūsu pārliecība par to, что Ты с нами. ka Tu esi ar mums. И с Тобой мы проходим все. Un mēs ar Tevi izējam cauri visam. Наша уверенность в Твоей победе. Mūsu pārliecība ir par Tavu uzvaru. Спасибо Тебе, Господь. Paldies, Tev, Kungs! Это первое воскресенье этого Un года. šajā pirmajā gada svētdienā Мы входим в это совет с Тобой. mēs nākam šajā derībā ar Tevi, Что Ты идешь впереди нас. ka Tu ej mums pa priekšu, Что Ты будешь хранить нас. ka Tu sargāsi mūs, Ты будешь защищать нас. Tu apsargāsi mūs, Ты будешь руководствовать нами. Tu vadīsi mūs Твоим голосом, ar savu balsi, Твоим словом. ar savu vārdu. Спасибо Тебе, Господь. Paldies, Tev, Kungs, Что Ты наполнит нас силой с каждым днем. ka Tu piepildīsi mūs ar spēku katru dienu, И мы сможем прославить un mēs varēsim Tevi pagodināt и быть un плодотворны. būt auglīgi, Приносить плоды, которые Тебе прославляют. atnest augļus, kas Tevi pagodina, Мы обменяем все свои слабости un mēs iemainām visas savas на vājības силу в Тебе, uz Господь. spēku Tevī, Kungs, Вот и наша сила. jo Tu esi mūsu spēks. Спасибо, Господь. Paldies, Tev, Kungs, И мы провозглашаем un mēs pasludinām Твою победу в нашей Tavu жизни. uzvaru mūsu dzīvēs, И мы уже заранее благодарим un mēs jau iepriekš pateicamies за то, что Ты исполнит Твою волю в нашей жизни. par to, ka Tu piepildīsi savu gribu mūsu Мы dzīvēs, прославим Тебя. un mēs pagodināsim Tevi. Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. Весь народ Un сказал visa tauta teica: Amen. Amen.